Ролик, подготовленный МВД по Коми, нельзя смотреть равнодушно. На кадрах наркоманы, которые не дожили до наших дней. Их погубил дезоморфин, родиной которого считается Усинск. Этот город сегодня на первом месте по распространению и употреблению наркотиков. Только за 4 последних месяца стражи порядка накрыли там 4 наркопритона, 2/3 от общего показателя по региону. Да и большая часть преступлений, совершенных под воздействием дурмана, приходится именно на нефтяную столицу. Лишь немного отстает Воркута. Из зарегистрированных в 2017 году 24 случаев потребления наркотических средств и психотропных веществ с летальным исходом 11 приходится на эти два города. 4 в Воркуте и 7 в Усинске. Именно летальный исход от потребления дезоморфина. Страшную статистику полицейских смягчили медики. Уровень наркотизации в Коми последние 3 года постоянно снижается, особенно среди несовершеннолетних. Сработали профилактика и тестирование школьников. Проводится, предварительное социально-психологическое тестирование. Это проводится учреждением образования. И медицинская организация уже непосредственно проводится осмотр наркологом с химико-токсикологическим исследованием. Но всего было выявлено по 1-2 случая. Но тем не менее это создает безопасность школьной среды и снижает употребление и первый прием психоактивных веществ несовершеннолетними предупреждает. Правда, здесь специалисты столкнулись с 2 проблемами. Одна из них – не все родители понимают, зачем нужно подобное тестирование, и отказываются от них. Кроме того, дети не всегда честны в анкете. Во-первых, их анонимность. Какой риск в анонимности тестирования? Но это в первую очередь, наверное, достоверность. По анкетированию детей мы не можем с вами в силу многих причин получить достоверные сведения. Какие это причины? Ну, во-первых, это опять-таки дети. Дети могут, сказать, лгать нехорошо, шутить. И они могут выдать, вы хотите знать, наркоман я или нет, да? А вот и получите. Я вам напишу, что, допустим, я пробовал, я употреблял и так далее. Уберечь наших школьников нужно занять их досуг. Особенно это касается детей из малообеспеченных и неблагополучных семей. Как показывает практика, подростки с удовольствием становятся волонтерами. Но на спорт, например, денег у них нет. Минспорту Коми порекомендовали выделить в секциях бесплатные места для детей, состоящих на профилактическом учете. Елена Кононова, Олег Костромин, телеканал Юрган.